Джениш Разаков освобожден от должности вице-премьер-министра, согласно поданному заявлению. Такой указ подписал сегодня, 11 февраля, президент Сооронбай Джеймбеков. Напомним, Разаков отвечал за вопросы границ и Евразийского экономического союза. В одной из квартир Бишкека обнаружен муляж бомбы. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности. Так, утром 9 февраля в милицию поступил вызов от жителей многоквартирного дома, которые пожаловались на громкий шум из квартиры. На место выехали стражи порядка, которые установили, что между хозяином квартиры и его сожительницей произошла пьяная ссора. При осмотре жилплощади была обнаружена коробка с внешними признаками, схожими на самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. В ходе осмотра коробки совместно с сотрудниками ГКМБ установлено, что бомба является муляжом. Как выяснилось, муляж был изготовлен хозяином квартиры, чтобы разыграть знакомых. Жители Бишкека стали свидетелями, как возле средней школы номер 41 бегал волк. Очевидцы вызвали милицию. Камынаровадан қуалап келіп атып кучканы жегінен қарамадық. Қашқырдың кішінекей екен. Қашқырдың баласы. Как сообщили в пресс-службе управления патрульной службы милиции, вызов на 102 поступил сегодня, 11 февраля, примерно в полдень. На место выехали сотрудники УПСМ. Они смогли поймать волка через 40 минут на улице Республиканской. Зверя передали экологам. Сотрудник ЦОН Сузакского района, выдавший документ Айркену Саймайте, был привлечен к уголовной ответственности. Об этом на заседании депутатской комиссии по делу Айркена Саймайте сообщил прокурор управления противодействия коррупции Генпрокуратуры Кумарбек Байдылдаев. По его словам, дело было направлено в суд, но прекращено, а подсудимый освобожден из-за истечения срока давности преступления. Также Байдылдаев отметил, что Саймайте получил не поддельный паспорт, а заменил его.